непосредственно обратился профильный комитет парламента по государственному строительству с просьбой дать свое видение по проекту закона об апарт-отелях и апартаментах. Хочется отметить, что Общественная палата ранее обсуждала этот вопрос на основании обращения общественной организации АНД. И на основании этого в Общественную палату приглашались представители администрации президента, непосредственно Джансух Эдуардович, Андрей Львович и руководители ряда ведомств, которые непосредственно будут иметь отношение к практической реализации этого закона. Вот. В результате общественных слушаний, общественных экспертиз наша палата приняла соответствующее заключение. Вот. И там, в этом заключении мы отразили и положительные стороны, естественно, прежде всего этого законопроекта, то есть его реализации. Ну и, соответственно, высказали там ряд опасений, которые у нас в обществе есть по поводу этого законопроекта. И я попытаюсь вкратце изложить и плюсы, и минусы этого законопроекта на наш взгляд. Прежде всего, безусловно, законопроект имеет положительный эффект, он способствует созданию рабочих мест, как и любой закон, который регулирует те или иные процессы. Непосредственно сейчас речь идет о регулировании экономических процессов, именно в части строительства и реализации этого проекта. Он несет в себе положительный эффект, то есть создает, предполагается, это все предположение, безусловно, предполагается, что он создаст новые рабочие места и дополнительно будет развивать смежные отрасли, то есть предоставление тех или иных услуг, которые будут увеличиваться в связи с тем, что будет увеличиваться номерной фонд, увеличиваться количество людей, прибывающих в Абхазию. Вместе с тем, естественно, будет улучшаться и качество предоставления туристических услуг. Почему? Мы считаем, что прежде всего это связано с тем, что те люди, которые будут приобретать эту недвижимость, они в том числе и будут сдавать эту недвижимость в найм, то есть для того, чтобы люди могли в туристический сезон в этих помещениях, в этих апартаментах отдыхать. Соответственно, все, кто так или иначе связан с туристической областью, будут стараться соответствовать тем критериям, то есть современности, более качественному предоставлению услуг, которые заставят, ну, это в принципе конкурентная среда. Именно поэтому мы так считаем. Вот. Соответственно, будут пополняться внебюджетные фонды, соответственно, будут увеличиваться доходы в государственный бюджет Республики Абхазии, безусловно. Но при этом, конечно, есть опасения у довольно широкого круга общественности. И я вкратце, если позволите, постараюсь изложить самые важные аспекты и самые главные моменты, которые вызывают опасения. Прежде всего, это гражданско-правовые аспекты иностранных владельцев. То есть, что имеется в виду? Несмотря на то, что в законе предусмотрено ограничение на предоставление вида жительства и гражданства данной категории собственников иностранным гражданам, тем не менее, на общих основаниях, то есть по закону о гражданстве, они могут претендовать на получение гражданства, так как данная категория может пользоваться собственностью и находиться непрерывно на территории Республики Абхазия. Безусловно, опять-таки это предположительно, все предполагается. И хотелось бы обратить на это внимание. Второй аспект, который мы считаем очень важным, это отсутствие градостроительного кодекса и земельного кадастра. Почему мы считаем, что прежде всего должен быть земельный кадастр или кадастр недвижимости? В России сегодня он так называется, для того, чтобы осуществлять качественную экономическую оценку тех объектов, которые будут возводиться. То есть по кадастру недвижимости, как вам известно, каждый земельный участок обладает своей уникальной ценностью. То есть, условно, участок расположен на первой линии, имеет свою цену, участок, который расположен на второй, на третьей, соответственно, имеет свою цену. И для того, чтобы определять эффективную, качественную экономическую оценку, в том числе и для целей налогообложения, а именно налога на имущество, которого, к сожалению, в этом законе, в этом проекте мы не увидели, законодатель так решил, что сбор является более эффективным способом оплаты за недвижимость, чем налог на имущество. Хотя, на наш взгляд, налог на имущество является более эффективным, так как он определен от кадастровой стоимости, которая имеет рыночную составляющую. И через каждые 4 года эта стоимость может быть пересмотрена государством. И собственник уплачивает определенный процент. То есть, если налог на имущество, грубо говоря, для других категорий 0,1%, то для владельцев собственников он может быть 0,5%, как в России.
То есть в России в 5 раз выше платит собственник апартамента налог на имущество, чем собственник жилого помещения, то есть квартиры. Таким образом, нет строгой привязки фиксированной цены 1000 рублей. Ну, как известно, сегодняшние 1000 рублей это и 1000 рублей через 5 лет, это разные категории в плане, инфляция поедает это уже. И фактически через 10 лет мы получаем 1000 рублей, уменьшенные на 50%, условно. Потому что сегодня инфляция в России 5% годовых, но она может быть увеличиваться. Мы видим, что и до 10% инфляция поднималась. Поэтому, на наш взгляд, именно фиксированная стоимость в законе не совсем корректна. Потому что потом поменять в законе будет сложно. Может быть нарушен баланс национального инвестора, баланс национального и иностранного инвестора. Почему мы так считаем? Потому что если мы так считаем, что мы должны заботиться о нашем инвесторе в том числе. Мы предполагаем, что данное имущество будет сдаваться и в том числе и в долгосрочный найм. То есть его могут брать в найм граждане нашей страны. Соответственно, мы считаем, предполагаем тоже, что в этом смысле будут ущемлены те наши граждане, которые сегодня сдают в найм жилье, так как стоимость, качество предоставляемых услуг будет выше у тех, кто построит в собственность апартаменты и будет сдавать в найм жилье. Наблюдаем уже, когда идет обсуждение этого законопроекта, что цены на недвижимость в разы увеличиваются. Естественно, это не 100% связано с тем, что обсуждается закон, но в том числе мы считаем, что и с этим тоже. Закон об апартах не принят, это не работает. Аэропорт еще не запущен. И многое, что не сделано. Сегодня растет цена на недвижимость. Это хорошо или нет? Хорошо для тех, кто продает. А для тех, кто покупает? А есть категория... А это кто? А это не наши граждане с вами? Покупают наши. А жилищная программа у нас для кого работает? В маленьких объемах, но для кого? Из 140 тысяч способных работать, официально работают 42 тысячи. И 20-25 самозанятых. 70 тысяч не работают. Из них пусть 20 тысяч не хотят работать, а 50 хотят. И мы не можем им дать такие условия. Предлагаем внести поправки, которые все же в законодательство о гражданстве Республики Абхазия, именно в законодательство о гражданстве, которые не будут позволять собственникам претендовать на получение вида на жительство и гражданства уже не в этом законе, а в другом. В целях сохранения рекреационной емкости, нашей уникальной емкости, мы предлагаем произвести зонирование земель и законодательно ограничить возможность строительства в определенных зонах. Прежде всего, это прибрежные зоны, чтобы сохранить нашим гражданам в будущем доступ и выход к этим землям прибрежным. Четвертое, ужесточить законодательство в сфере защиты памятников историко-культурного наследия.